Меня зовут Василий Хлопков, я социолог. Вот здесь спросили о первых шагах в науку на втором курсе в Якутском государственном университете под руководством Семена Николаевича Горохова, кандидата исторических наук. У меня была первая публикация, первое участие в конференции. В 1996 году я окончил историко-юридический факультет по направлению история. Затем поступил в очную аспирантуру финансово-экономического института университета по направлению социология. И в 2000 году была защита диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук в Улан-Удэ, вот первый из якутян. В 2004 году, после завершения очной докторантуры по направлению социология в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации, я защитил там же докторскую. Да, социология развита, несколько разрознена по различным, естественно, академическим структурам, высшей школе, но под началом нового руководства мы здесь усиливаем докторский состав, 2 доктора наук дополнительно к 2 уже имеющимся приходят. Некий центр развития кадрового потенциала тут будет. Коллеги достаточно успешно работают. У нас есть школа Ивана Александровича Аргунова. Да, и коллег у нас много. Постепенно планируем расширение социологии у нас в стенах института. И, соответственно, воздействовать на социологию, на ее развитие в республике. В 2019 году я оказывал содействие в реконструкции инфраструктуры прикладных социологических исследований в республике. Мы весь запас социологов забрали к себе в Центр стратегических исследований при главе Республики Саха-Якутия и, соответственно, в ВЦО. Это было очень большое действо, и в данный момент социологи очень сильно востребованы. По моей же инициативе в университете с 2010 года было 3 набора бакалавриата, магистратуру. Мои бывшие коллеги до сих пор успешно продолжают выпускать специалистов. Все они востребованы, и на следующий год, по-моему, в бакалавриат возьмут 45 студентов, бакалавров. Все они востребованы и трудоустроены. Более того, скажу, что у нас дефицит. Во всяком случае, во ВЦОМе открыты филиалы не только здесь, но коллег в Алтае взяли и в Бурятии. Такая сеть социологии расширяется. И в новых таких сложных условиях социологи востребованы очень сильно. Я науковед. То есть при моем участии по тем рекомендациям, которые были сделаны еще во второй половине 10-х годов, формировалась в том числе и структура Федерального исследовательского центра. То есть был период, когда институты из Академии наук передавались на федеральный уровень. Там были мероприятия в рамках компенсации выпадающих доходов. Этим я как социолог в стенах института занимаюсь, я науковед. И специалист по инновациям, так как был опыт работы, и формирования инновационной инфраструктуры республики. Я работал в том числе некоторое время заместителем директора технопарка Якутия. В целом социологи что вносят? Мы даем информацию и понимание процессов для принятия управленческих решений. То есть все мои коллеги, специалисты в своей отрасли, в своем предмете, социологи среднего уровня. И они могут рассказать о тенденциях этносоциальной структуры, какие процессы идут в межнациональном взаимодействии. Они могут примерно предсказать спрогнозировать те или иные события, реакцию общества.
Вот вкратце так. Мы изучаем в том числе и статистические данные. Мы изучаем, опрашиваем экспертов в той или иной области. То есть специалист, он не всегда универсален, есть узкие эксперты, узкоспециализированные. Вот их опросить можно. К примеру, триумф, события эти известные, были предсказаны, спрогнозированы мною лет 10 назад или 15. Раньше как было? 85% коренных народов проживали в сельской местности, и, соответственно, трудовая миграция была, крупный механизм, такой большой был. Ульяна Алексеевна Винокурова сказала, что в своих трудах упомянула, что после Второй Великой Отечественной войны через Якутию по трудовым контрактам прошло 4 миллиона человек, при том, что у нас население 1 миллион. Соответственно, низкоквалифицированная рабочая сила приезжала из-за пределов республики, массово, неконтролируемо. Параллельно у нас город Якутск еще не стал транспортно-логистическим узлом. К примеру, речпорта построены только в первую очередь. И с мостом мы должны были сократить транспортное плечо для освоения Крайнего Севера и Арктики. Такие планы были. Да, но моста нет, и город из-за этого не выполняет те задачи, которые еще в советский период на него возлагали. Стать крупным транспортно-логистическим узлом для освоения Крайнего Севера и Арктики. Эта задача переносится. Поэтому руководство республики, общественность ждет этот мост. Это не только для переезда удобного на выходные в заречные улусы, а для того, чтобы освоить Арктику и Крайний Север. Мы вокруг освоения Крайнего Севера и Арктики. Адаптация техники и технологий под низкие температуры. И следующее поле битвы — это Арктика. Надо понять, что в 30-е годы у нас будет конкуренция большая за те ресурсы, которые расположены в Арктике. Там углеводороды, там полезные ископаемые. В частности, коллеги с мерзлотки уже там участвуют не только на острове Самойловской станции, но и в бурении шельфа на Охотском море. Часть расчетов они делают уже. Поэтому да, для науки будут большие перспективы. Мы опять востребованы, мы опять должны импортозамещать, мы должны приводить туда новые технологии. Надо понять, что старые технологии сейчас не работают. Да, из-за санкций страна она перешла на технологии 1980-х годов при освоении ресурсов. «Газпром», когда проектирует, то использует старые лекала, так как от новых технологий они привыкли брать там, за рубежом что-то. А сейчас это уже не получается, есть затруднения, обходные пути надо искать. И тут наша роль обратно к нам возвращается. То есть наша наука якутская — это некий был, скажем так, розочка на тортике была. Тортик — это освоение Крайнего Севера и Арктики. А розочка — это наука. Тортик убрали в 90-е годы, сейчас он обратно вернулся. И мы все, у нас большие перспективы, очень много энтузиазма. И у гуманитариев тоже. Потому что все это сводить, все стремления, чаяния людей, генерировать культуру, а наши предшественники, они генерировали культуру. В 1935 году, когда институт открыл, он из разрозненных улусов создал единую культуру. Мы говорим на одном языке якутском и понимаем друг друга. В соседних регионах некоторые представители таких же немалочисленных, а таких средних по количеству народов, они друг друга не понимают. У них говоры разные. Классический язык у них не распространен, до сих пор определить не могут. У нас железной волей определили, наши предшественники над этим поработали, и мы находимся в некоем едином культурном пространстве. В тот период, когда я трудился в АНИЦ, Арктическом научно-исследовательском центре, мы совместно с Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера разработали, я был основным автором, теорию безлюдного освоения Арктики и Крайнего Севера, да. То есть есть элементы системы. У нас, например, холодно, да?
Есть Австралия, материк, там очень жарко, на солнце плюс 50. И там у них есть компания, насколько я помню, Rio Tinto, австрало-британская. Да. И в провинции Пилбара у них есть крупнейший в мире парк беспилотных грузовиков. За 1500 километров техники сидят и рулят автомобилями. И у них есть, опять же, поезд, который 23 тысячи тонн руды вот с этого месторождения везет. Вот. Есть автомобильные заводы, как вы знаете, где есть роботы. Они собирают автомобили. Надо понять, что в то, что уже открыто, там сделаны капитальные вложения, там что-то новое внедрять крайне тяжело. Понимаете? А освоение вот это вот безлюдное, когда и добыча, и переработка, и производство конечного продукта с высокой добавленной стоимостью, вот такая была идея. Вот чтобы роботизированные комплексы, автоматизированные, освоили крайний север и Арктику. То есть инфраструктуру там строить крайне тяжело. В советский период это было возможно, вот десятки тысяч людей привлечь, увезти их на север, там открывать города и так далее. Это вот подход такой был советский. Инфраструктура социальная и так далее. Некоторые поселки так заброшенными на северо-востоке и стоят. Очень большая убыль рабочей силы была у наших соседей. Магадан, Камчатка, Чукотка. По сравнению с ними мы процветаем. Если задача поставлена государством, то она решается. Всегда так. Если задача не ставится, то ничего и не происходит. Но мы должны, как ученые, подсказать, как это должно выглядеть. Понимаете, вот в целом мы можем говорить о неких таких общих, в общих словах, о некие декларации. Но я не очень хорошо отношусь к декларациям, потому что они находятся в некие ограничительные рамки человек себе возводит. А наука, она универсальна. Она решает текущие, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные задачи. Вот. Поэтому какие задачи будут поставлены, мы их выполним. И всеми доступными для нас ресурсами. То, что осуждается сегодня, может быть принято завтра и наоборот. Часто по курсу истории мы проходили. Но наука должна давать знания, новые знания. Нас для этого государство содержит, вкладывает, инвестирует, продвигает и так далее. В данный момент очень много, например, общественной работы, которая может быть неоднозначно воспринята. Вот, помните, вы вопросы задавали, вы можете их повторно задать, и я отвечу. Чем занимается социолог, к примеру? Но вот так вот некое кредо, и вокруг него исполнять ритуальные танцы я не буду. Мы должны решать те задачи, которые нам поставлены, всеми доступными своими ресурсами. Времена сложные и не до сантиментов. Надо понимать, что вот эта свобода, она воспринимается молодежью немножко наивно. Молодежь в целом всегда наивна, и мы наивные были когда-то. То есть то, что показывают по телевизору, вот в этих фильмах, реальный Запад, он гораздо жестче. Та же корпоративная культура. Вот есть специальные люди, например, и смотрят вот на фирмах униформу, она чистая или нет, вот так вот за воротник заглядывают. И там томики есть. Свод корпоративной культуры. Костюм должен носить именно такой, пуговицы именно такие, участвовать в корпоративных мероприятиях и так далее. Вот. Тут и не снилось. Это мы в демократии живем и в свободе по сравнению с ними. У них только внешне. Да, свобода. А так они очень несвободны. Политики всегда рядятся в новые одежды. Но надо понимать, что ничего в этом мире не меняется. Нет, лозунги могут быть разные. Кто-то за монархию, кто-то за коммунизм. Но власть, она остается неизменной, общество остается неизменным.
Ну, развитие есть, естественно, повышается уровень благосостояния и так далее. Но тотальных таких перемен никогда не бывает. Умение слушать людей и выводить тенденции, понимать общество, понимать людей, со всеми находить общий язык. Вот целеустремленность. Общество нельзя охарактеризовать одним словом. Оно, ну, многообразие можно взять. Многообразие. В данный момент раскол. Но личность — это профессионал. Кадры решают все.